На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В селе Гума открыли мемориал в память о бойцах Пицунского батальона. Первые с именем Христа. 13 июля православные христиане празднуют собор святых славных и всехвальных 12 апостолов. «Мой путь». Концерт заслуженного артиста Абхазии Одиссея Аджинджал прошел на сцене Абхазской государственной филармонии. В Сухумском районе открыли мемориал в память о бойцах Пицунского батальона. Гранитную плиту с именами 11 защитников Отечества установили в селе Гума. Именно здесь в июле 93-го развернулись одни из самых тяжелых боев на Северо-Западном фронте. Идея установить памятник на месте гибели солдат изначально была народной. Первый камень здесь когда-то заложила мать и вдова героев, а завершили строительство братья павших бойцов. На месте события работала наша съемочная группа. С подробностями Заур Кварчи. Сейчас здесь, на высотах села Гума, удивительно тихо. Но в июле 93-го за эти холмы шли самые ожесточенные бои. Именно здесь Пицунский батальон сдерживал удары вражеской артиллерии, пробивая дорогу к столице. Спустя 33 года на место, где когда-то решалась судьба Сухума, приехали сотни людей. Ветераны, близкие погибших героев, военные, депутаты, представители администрации Сухума, общественность. Я сестра Зинаиды Попцавы. Вот она начала вот это дело. Вот с этого камня начала. Но дело не довела до конца, потому что она умерла. Но я так вот рада, я вот смотрю, столько людей собралось. Ее дело продолжили и закончили. Так что всем спасибо огромное вот за эту память. Для фронтовой медсестры Римы Дбар эта дата – личная незаживающая рана. В боях за Шрому гибли ее боевые товарищи. Здесь же она потеряла мужа. При наступлении мартовской ямы, штех на сари Шрома, харварту конколон Иреман Хачкунша, вымызла и лыбаум стихонаха, арта абсурдшину хозин сахука. То есть ахука анколон акунпи госранала дара инколон Иреман акрсша. Уячна штаго ажлар гарзар тахан зикир шитконаха дергинес вилер каон соги кваза римбози ячна арт обстрел гунихон وبسقني تاخد حاشكون سرسنة وسبي عمش رخب يمشوب خبوش رودي كيشكون رصح يختسقوشم أصلاً يختزوب خد زنزن زي جو باش كسراكون يخذ وسبش من السوق يحاكرلن ينيجش كسي يخذونها برتي يستخد عشنا ويابخي تخكوا زاتكون سرلو كسكي سزدرو ميرتشوب يمشي حالة زحلة جيزيك تخي. У этого мемориала долгая и по-настоящему народная история. Первый памятный камень на высоте установила Зинаида Попцава, потерявшая в Шроме мужа и сына. Довести дело до конца женщина не успела из-за тяжелой болезни. Годы спустя ее идею подхватили Ассоциация матерей Абхазии и братья погибших здесь солдат Адгур Хагуш и Надар Цишпа. Зина движение матерей Хаюгу وبرادي حبل وبري الخالة داتشون لتصخراوز جوان زوسيق زمس كبس شغل الجبال بود خد يك زمس لبسد يك زمس. Она была великая женщина двух народов, она ситинга, она в Абхазии, лучко каждый дымцейт, анс дымцейт, ау маолцон хаззиг харкуцана, бастаджанаха дзуджо, зачем узер лахдзейт, а чем узер лахдза дапсейт на свою сянхей. Нас обра ербитава. Избаз Пицунда сасчо уютно рышти. Сыры разник на сыры ежлоку низа низбе уйда зина да джона бас да химдзит хагуша дгур хучижи сиштит. Уйджи хана хаште зуй вахад гадалам чурдзуку аббас рызги брадани есиз друпиша со брадани бит абрадани гуатна денлей лыпшме яшацыш бенадар дизасна рюджи герчайт калана бриж бузик хварцит абре баси черкайт.
Во время войны Пицунским батальоном командовал кавалер ордена Леона Нукзар Делба. Его заместителями были Алексей Жиба и Геннадий Цвижба, а комиссаром Тенгиз Габуния. Подразделение было по-настоящему интернациональным. Плечом к плечу с абхазами здесь воевали русские ребята, добровольцы из Кабарды и представители других народов. Начальник штаба Геннадий Цвижба отметил, что главная цель этой встречи – показать подрастающему поколению, на кого нужно равняться, и чтить память тех, кто не вернулся с поля боя. Егрипсо Рбжарова Хебжисва Дгил Цакарала Омадзак Идум Шуксик Аюнецка Яла Дзазаша Араикан Арыцхара Араикан Ачархара Араикан Ачмугра Икан Абзебера Икан Агугра Ацухтан Икан Аяйра Ехапи Хайпшара Хампада Цакыс яму зиграбха зиргыланы, ехала гылу хтар, раадзарачы, уаспех пепшичы, изжыпшиша, афырхатара, обрёб зиграстиел шахарани иго. Своими воспоминаниями о трагических днях июля 93-го поделился и участник тех боев Алхаз Шамба. Мы зашли Шрому 11 июля, и нас сразу встретили шквальным огнем из гаубиц и танков. В первый же день погибли Чехерия Заур и Михаил Тбар. На следующий день к нам подошел Казбек Хутов во взвод к Милору Барцице и сказал, что мы должны максимально ближе выдвинуться в сторону врага. Была информация, что одна из наших групп попала в окружение. Руководил этой группой генерал Тбар. Они решили провести рекогносцировку, но получилась разведка боем. Мы пошли максимально поближе к врагу, но навстречу они вернулись. К счастью, без потерь, с ранением генерал Тбар вывел свою группу из окружения, но мы уже не могли оставаться на том месте и продвинулись до конца. Левее нас были представители второй роты Ларика Айба. И там мы переночевали. На утро, ранним утром началась бомбежка, и сразу мы потеряли Валику Цышба. Через некоторое время погиб Аслан Хагуш, который буквально некоторое время назад со своими друзьями вынес тело погибшего Валика. Как казалось, нам тогда безопасное место, но безопасных мест в Шроме не было. Вы видите, вокруг ни одного дома не осталось целого. Битва за Шрому во многом определила исход всей наступательной операции. Об этом говорил заместитель главы столичной администрации Автандил Сурманидзе. Для него, кавалера ордена Леона, этот мемориал – символ стойкости и характера всего абхазского воинства. Слацы бхазавараджа, хайшва бращахкарам тазхага яадзам, и хараха псытанадзы, яхаштарцхаадзам, а школ кварджа, а хучбахча кварджа, из захаводжар, убри, идырцалатуп, ирзейтахвалатуп, харамшкызна хамларги убыр тахтауры хырдыру зароб, убыс аноб апейпшан хава. Ай бешраханалагоз, исквалашот, харапсва, хададжге бригадзомызд, ай бешрахшаяйоз. Убригназ, ومشير بونا بس حراميلات لحماجنا اميلات حجاجلان حقوق ميزا بحربشنا اي عيرك حقيت اخبيت رك حمو بخا حز خرزيت يري حزو عندكر خاورس حز خيتيت خار حما زمبر جراحه جوب. Одним из самых пронзительных моментов церемонии стало выступление Ильи Чехерия. Племянник погибшего здесь бойца Заура Чехерия прочел стихи, которые еще подростком посвятил своему дяде. Не взяв в бою, они бомбили. Бомбили день и ночь, а наши бились до конца. Когда пришла беда, он через реки, горы и хребты пришел на родину свою. Иначе он никак не мог. И знаете, мальчишки, его никак нельзя убить. Он будет вечен, как память наша. Ведь помним мы, его родные и друзья. Он наш герой и вечно будет с нами.
Июльское наступление 1993 года стало одним из самых сложных и в то же время решающих этапов войны. Пока на Восточном фронте тамышский десант сковывал резервы противника, на Гуместинском направлении отряд смертников ценой огромных потерь отвлек огонь на себя в Нижней Шере. Эта общая отчаянная стойкость позволила переломить ход событий, освободить Каманы и выбить врага из Шромы. Именно июльские бои за эти хребты открыли дорогу к победному штурму Сухума в сентябре 93-го. 11 имен, высеченных на гранитной плите, это не просто хроника потерь. Это напоминание о цене, которое боевое братство Пицунского батальона заплатило за мир над нашей столицей. Память, которая спустя 33 года вернулась на эти высоты, чтобы остаться здесь навсегда. Заур Кварча, Абазатовы. 13 июля состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцыц с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеславом Гладковым. Глубокоуважаемый Вячеслав Владимирович, прежде всего от лица всего коллектива Министерства иностранных дел Республики Абхазия и от себя лично хочу вас сердечно поприветствовать в нашей стране и пожелать высоких успехов на этой весьма ответственной должности, которую вы теперь занимаете. Мы ждали вашего приезда. Абхазия хорошо осведомлена о вашем заслуженном пути, о тех непростых периодах, когда вы возглавляли очень ответственный, важный регион Российской Федерации, Белгородскую область, в весьма непростых условиях. Это можно назвать и героическим периодом, без преувеличения, хочу сказать. Мы связываем с началом вашей работы в республике очень большие надежды. Наше сотрудничество сегодня проистекает на очень высокой, исторически высокой планке, носит всеобъемлющий глобальный характер, что, безусловно, жизненно важно для небольшой страны, каковой является Абхазия, для ее народа. И я уверен, что посольство Российской Федерации, нашего главного стратегического союзника, партнера, страны друга, под вашим руководством будет еще более успешно решать весь тот многогранный комплекс задач, целей, которые находятся в нашей двусторонней повестке. Мы нацелены на очень конструктивную и в то же время очень результативную работу. Знаю, что вы уже вручили копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел. И вот сегодня рад возможности лично переговорить, сверить часы, что называется, с нашим новым послом. Я говорю нашим, потому что весьма значительная, витально важная часть задач, целей, которые стоят перед народом Абхазии, перед государством, она связана, безусловно, с взаимодействием и стратегическим партнерством с Россией. Россия наш, как я уже сказал, главный союзник, друг, страна, которая обеспечивает Абхазию и гарантирует Абхазию от военно-политических рисков, в то же время планомерно создает все необходимые условия для устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Помимо этого, разумеется, я уверен, вам хорошо известно, какими многогранными связями, гуманитарными, культурными и просто человеческими связаны наши народы. Огромное количество наших соотечественников получает образование в лучших российских вузах. Идет очень широкое и эффективное взаимодействие по линии здравоохранения. Это для нас очень важно, жизненно важно. Это касается здоровья нации, здоровья молодого поколения. И здесь, конечно, те усилия, которые прикладывает руководство России, правительство Российской Федерации, для нас очень ощутимо и очень важно. Мы благодарны за это. Сегодня мы наполняем наше сотрудничество еще одной важной стороной.
это сотрудничество между молодыми людьми, взаимодействие между молодежью наших стран. Все те форматы, которые сегодня развиваются, проистекают между нашими странами, они нацелены на будущее совместное сотрудничество, на мирное добрососедское сосуществование и на достижение очень высоких и важных целей, которые для нашего народа крайне важны. Еще раз хочу сказать добро пожаловать в Республику Абхазия и будем совместно трудиться над реализацией самых нужных, важных и амбициозных задач. Спасибо. С большой гордостью и ответственностью принял предложение, то решение, которое принял наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, принимая решение и отправляя меня на эту должность. Безусловно, рассчитываю на вашу помощь, потому что дипломатическая работа, начало нового этапа в моей биографии, но уверен, что главная цель – это выстраивание добрых взаимоотношений между нашими народами, между нашими независимыми государствами. Это главная цель, главный путь, по которому мы с вами идем. И взаимодействия, они действительно многогранные, и они увеличиваются как в объеме, так и в рамках деятельности федеральных органов исполнительной власти. Готовясь к приезду в Абхазию, и я встретился со всеми руководителями отдельных проектов по Министерством правительства Российской Федерации, внимательно познакомился с теми направлениями, которые сейчас стоят в зоне ответственности и контроля федеральных министерств. Очень подробно проговорили и с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, и с Михаилом Альбертовичем Мурашко, встретились с заместителем министра культуры, строительства, транспорта, встретились с другими руководителями органов исполнительной власти. Все нацелены на результативность. Поэтому надеюсь, что наши совместные усилия они приведут к результату, который с пониманием воспримут жители наших народов, жители Республики Абхазия и жители и граждане Российской Федерации. Поэтому все остальное уже в процессе нашей с вами совместной работы. Спасибо большое. Замечательно. Это только подтверждает все, что вы сказали, наши общие тезисы о том, что наше сотрудничество находится, можно сказать, на пике. Уже было, можно сказать, 3 полноценные встречи между президентами, между президентом Абхазии Батом Эдуардовичем Гунда и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Идет постоянная работа по линии, как вы отметили, министерств и ведомств. И, конечно, здесь хочу отметить очень важную работу и то усердие, с каким все нужные, важные проекты со стороны России, которые помогают нам развиваться, очень внимательно, очень настойчиво проводит первый заместитель администрации, руководитель администрации президента Сергей Владимирович Кириенко, придает дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Поэтому впереди у нас много хороших и добрых дел, которые, безусловно, послужат развитию наших дружеских и братских отношений между народами Республики Абхазия и народами Российской Федерации. Выполнению целевой программы развития сельских территорий в 2026 году посвящалось совещание, которое провел премьер-министр Владимир Делба. Данная программа разработана в соответствии с инициативой президента Бадры Гунба, озвученной в послании Народному собранию в 2026 году в рамках объявленного главой государства Года села. Владимир Делба обсудил с вице-премьерами Джансухом Нанба, Вараздатом Минасяном, министром сельского хозяйства Бесланом Персхеле ход реализации президентской инициативы. В совещании принял участие советник президента Беслан Джопо. Премьер-министр обратил внимание участников совещания на необходимость принятия исчерпывающих мер для полной реализации мероприятий программы.
Новости парламента. Вопросы об утверждении перечня продовольственных товаров, ввоз и реализация которых не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, рассмотрели в парламенте в ходе заседания Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Провел заседание председатель комитета Беслан Халбаш. В нем приняли участие депутаты, министр по налогам и сборам Эдгар Беня, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Государственного таможенного комитета Джамал Цейба и представители аппарата Кабинета министров. Данный перечень в парламент представлен Кабинетом министров в соответствии с законом республики о налоге на добавленную стоимость. В актовом зале Абхазского государственного университета прошла презентация итогового исторического труда Екатерины Бебе. Книга подводит черту под уникальным 45-летним исследованием темы политических репрессий 30-40-х годов 20 века в Абхазии. Автор, журналист и исследователь Екатерина Бебе за десятилетия работы собрала по крупицам тысячи свидетельств о людских судьбах, хранящихся в архивах и памяти народа. Эти 4 монографии стали томами общей памяти, которые позволяют вернуть имена многих невинно пострадавших из забвения в вечность. Видеоотчет с презентацией итогового исторического труда Екатерины Бебе смотрите в ближайших эфирах Абаза ТВ. Экономический факультет Абхазского государственного университета подводит итоги учебного года. Завершились защиты квалификационных работ, которые прошли под председательством ведущих российских ученых из МГУ и финансового университета при правительстве России. О том, как проходит интеграция современных образовательных стандартов и какие компетенции сегодня демонстрируют молодые специалисты при защите своих проектов, смотрите в видеоматериале Алхаса Чхамали в нашем вечернем эфире. Презентация нового учебно-методического комплекса «Учим вместе абхазский язык» учебника для 4 класса, предназначенного для неабхазских школ республики, состоялась в Центральном офисе Республиканской политической партии «Единая Абхазия». Автор учебного пособия Ада Кварчелия, член Общественной палаты республики, педагог, автор методических разработок и пособий, общественный деятель. Проект реализован при финансовой поддержке председателя Московской абхазской диаспоры Беслана Агарба и при организационной поддержке РПП «Единая Абхазия». شقاء أو سوا ومكان جزاء سبحرة أخذ الدرجة برات يقع تشوى شجفة هذا شيء هري مسيانا بشوت أخوشوا أشلون هرا حاضر بشو برير تاجر شوية بصورنا. Апшва класс на собра шатас яму абри има ям аканги хаю де мира принцип. Убри нас биаш в классах мечта я была с голой а текст поезжа текст а хочка вообще наш в классах на царство хочка да интерес бы я все рук я все у барта тема рук. Люди и даты. 13 июля 60 лет исполнилось бы герою Абхазии Оскару Гвазава. Свой боевой путь в рядах абхазского ополчения Гвазава начал на Бзыбском оборонительном рубеже. В составе группы «Эвкалипт» принимал участие в операциях по освобождению города Гагра, населенного пункта Цандрепш и Гичрыпш, сражался на Гумистинском фронте. В составе 1-го батальона 2-й бригады принимал участие в 1-й Шромской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской операциях. Погиб во время сентябрьского наступления в боях за город Сухум. Гудаутская средняя школа номер 4 носит имя героя Абхазии Оскара Гвазава. Свой юбилей 13 июля отмечает наш коллега, журналист, кавалер ордена Акцепша 3-й степени Владимир Никонов. Ему исполняется 65 лет. Владимир Владимирович Никонов – известный радио- и тележурналист, выпускник Московского института культуры, участник Отечественной войны народа Абхазии. В апреле 1993-го Владимир Никонов начал работу на абхазском радио, и с тех пор его голос стал символом борьбы против грузинского агрессора. Многие называют его абхазский Левитан. После войны работал диктором, корреспондентом, автором программ на АГТРК. Журналист стоял у истоков создания Абаза ТВ с момента запуска нашей телекомпании с 2007 года, а в 2014-м, передав эстафету дочери Анастасии, ушел из профессии и теперь работает в Национальной библиотеке имени Папаскер. 13 июля посол России в Абхазии Вячеслав Гладков посетил заслуженного журналиста Абхазии Владимира Никонова и лично поздравил его с 65-летием.
Ваш жизненный путь стал примером для многих поколений жителей Абхазии, наших соотечественников, подчеркнул посол. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик поздравил кавалера ордена Акцепша третьей степени, заслуженного журналиста республики Владимира Никонова с 65-летием и пожелал юбиляру долгих лет жизни, крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия. После выпуска новостей в нашем эфире смотрите проект «Бойцы информационного фронта» из архива Абаза ТВ о работе Владимира Никонова в русской службе Абхазского радио. 13 июля православные христиане празднуют собор святых славных и всехвальных 12 апостолов. Этот древний праздник, установленный еще в IV веке, совершается на следующий день после Дня памяти верховных апостолов Петра и Павла. В Абхазской православной церкви в этот день прошло богослужение. Подробнее в материале Алисы Адлиба. Традиция берет начало в далеком IV веке, когда император Константин возвел в Константинополе величественный храм в честь апостолов Христа. С тех пор в этот день верующие спешат в церковь, чтобы попросить о самом сокровенном – укреплении духа, мире в доме и помощи в земных трудах. Как отметил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия, праздник – это не только радость, но и напоминание о стойкости. Сегодня мы радуемся и молимся этим святым 12 апостолам. И православная апостольская церковь начинается от них. И именно они, очевидцы, они слышали Слово Божие с уст самого Господа Бога и нашего Иисуса Христа. И они пошли по всему миру и дали благое, увиденное им, услышанное им. И это является фактически спасением для всего рода человеческого. В православной общине Абхазии в этот день особенное настроение – братское. В республику прибыла делегация священнослужителей из России. Протоиерей Олег, проректор Николо-Угрышской семинарии, с порога развеял любые сомнения. Разделение в обществе – это не человеческое, а бесовское. И напомнил, что перед лицом веры все мы одна семья. Не так давно принимали в гостях отца Виссариона с отцом Далматом, и очень рады были, это искренне. И студенты наши прям спрашивали: о, это Абхазия, говорит, можно сфотографироваться, можно Абхазия. Вот мы сюда приезжая, отмечаем, что абхазские верующие люди, они такие открытые, а здесь, если уже человек верит, то он верит искренне. И мы ездили здесь и по требам причащали уже и умирающих. Дай Бог здоровья вам, отец Виссарион. Особенно трогательным стало выступление протоиерея Сергия. Стоя в стенах древнего храма, которому больше 1000 лет, он признался: молиться здесь истинное удовольствие. Но батюшка заглядывает и в будущее. В планах запуск крупного молодежного проекта, чтобы привлечь в церковь юных, наполнить древние стены современным живым словом. Хотелось поздравить вас, дорогих отцов, братья и сестры, вас с праздником 12 апостолов. Сегодня мы действительно собрались на древней абхазской земле. Вчера я имел возможность молиться в храме X века, где росписи XIV века, сохранившиеся в месте, которое называется Лыхны. Кто не был, обязательно съездите, посмотрите. И, конечно, эта древняя земля вдохновляет, она воодушевляет. Ты понимаешь, сколько веков здесь молились православные люди. Конечно, хотелось бы пожелать вам крепости сил, отец Виссарион, чтобы Господь дал вам этих сил нести веру православную на абхазской земле,
чтобы она не исчезала, чтобы и дети приходили. 12 апостолов когда-то разошлись по разным концам земли, чтобы нести Слово Божье. Сегодня, спустя более 2000 лет, они снова собрали нас вместе, удивительным образом соединив древность Абхазии и современные устремления, абхазские традиции и абхазо-российское братство. И кажется, эта невидимая нить, протянутая от того самого Константинопольского храма, стала сегодня чуть прочнее. Алиса Адлиба, Торни Камичба, Абаза ТВ. День памяти святых апостолов Петра и Павла отметили в селе Гума. Праздничную литургию и водосвятный молебен провел отец Давид Гвазава. Десятки православных верующих приняли участие в молебне и крестном ходе на территории храма правоверховным апостолам Петру и Павлу. Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли святое мученичество в один день, 29 июня по юлианскому календарю. Как рассказала педагог-историк Эсма Тахтамыш, храм в селе Гума был построен греками Павлом и его сыном Феофилом в XIX веке. Она уточнила, что прибывшие в Абхазию греки в тот период в основном проживали в Османской империи. Их стали там притеснять, и они были вынуждены найти новую обитель. Помощь пришла от Российской империи, которая позволила грекам поселиться на территории Абхазии, опустевшей к тому времени из-за махаджирства. В период правления Иосифа Сталина отношение к грекам поменялось. Их насильственно выселили из Абхазии и перевезли в товарных вагонах в Казахстан. После смерти Сталина некоторые из них вернулись в республику, рассказала Тахтамыш. Эхо Большого детского фестиваля завершилось в Абхазии. С 6 по 10 июля БДФ объединил почти 5000 зрителей на 48 мероприятиях в Сухуми и Новом Афоне. Как сообщает Министерство культуры России, театральную программу посетили более 2000 человек. Концерт на набережной собрал 800 жителей Абхазии. Почти 1850 зрителей пришли на бесплатные кинопоказы. 120 детей занимались вокалом, танцем и сценической речью с педагогами фестиваля. Концерт заслуженного артиста Абхазии Одиссея Аджинджал прошел на сцене Абхазской государственной филармонии. Вместе с музыкантами, с которыми артист сотрудничает уже много лет, он вышел на сцену с программой «Мой путь». В нее вошли произведения на абхазском, русском, итальянском и английском языках. Такой выбор, по его мнению, отражает не только творческий путь, но и многонациональный состав жителей и гостей республики. Арестит Каркасиди поделится впечатлениями. Долгожданное возвращение на родную сцену вызвало настоящий ажиотаж. Зал Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба был переполнен. Программу вечера «Мой путь», в которой прозвучали как известные композиции на 5 языках, так и новые премьеры, артист вел сам. Музыкант признается, что чувствует колоссальное волнение перед встречей с родной аудиторией. Честно говоря, я не ожидал такой реакции со стороны публики. Я очень волновался. Волновался не за исполнение песни, а за саму концертную программу, за организационные моменты. Но в целом, когда я погрузился в концертную программу, когда я увидел лица сидящих в этом зале, их реакцию, мне хотелось все больше и больше петь. И знаете, это был сегодня не просто концерт, а был контрастный концерт на эмоциях. Столько эмоций и удовольствия я от зала не ожидал, прямо скажу. Я могу сказать, что концерт состоялся и просто счастлив. Особо эмоциональный накал вечера не случайен, ведь заслуженный артист республики не выступал на родине сольными концертами целых 17 лет. Спустя годы его песни все так же преданы родной земле, а поддержать исполнителя в Сухум приехала большая международная команда музыкантов. Для его давнего друга, московского поэта и композитора Валерия Остронского, этот вечер стал личным дебютом. Я первый раз стою здесь, на этой сцене, в Сухуми. Для меня это очень знаковая вещь. И дело в том, что
Мы очень долго добирались сюда, в нашу непростую ситуацию, но мы добрались. Прошедший вечер заложил основу для будущих встреч, которые сам музыкант намерен сделать регулярными. Четко и определенно обозначил это. Я хочу ежегодно приезжать сюда и давать концерты. Также участвовать во всех государственных концертах. Одну из песен артист посвятил памяти погибших воинов, а завершился концерт знаменитой композицией Атара Хунцария, которую весь зал пел стоя. Арестит Каракасиди, Абаза ТВ. О спорте. В городе Гудаута прошел ежегодный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта Тенгиза Пандария, сотрудника Государственной службы охраны, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, награжденного медалью за отвагу. Тенгиз Пандария погиб при исполнении служебных обязанностей в феврале 2012 года. На ковер вышли около 100 спортсменов, представлявших Абхазию, Адыгею, Чечню. Борьба была напряженной и зрелищной. Каждый участник стремился показать максимум своих возможностей, ведь выступать на турнире такого уровня – особая честь. Соревнования выявили сильнейших, продемонстрировав высокий уровень подготовки молодых борцов и преемственность спортивных традиций. Особую торжественность мероприятию придала церемония награждения. Для вручения кубка на турнир прибыли заместители начальника Государственной службы охраны Давид Джинджолия и Сергей Косян. Кубок ГСО завоевал Осман Хагба из Сухума. Валерия Джинджолия заняла 3-е место в турнире по теннису первенства Владикавказской академии спорта, который проходил с 6 по 12 июля во Владикавказе. В соревнованиях принимало участие свыше 100 теннисистов из регионов России, а также из Абхазии кандидат в мастера спорта Валерия Джинджолия. Соревнования проходили как в одиночном, так и смешанном разряде. В разряде микст Валерия Джинджолия завоевала бронзу. Сейчас о погоде. Во вторник, 14 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем временами осадки локального характера, возможно гроза. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба будет медленно повышаться. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 18 до 23, днем от 23 до 28 градусов. Температура морской воды 25 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.